Салам алейкум, хурматлы милләттәштәр, һаумыгыз дуслар. Здравствуйте, уважаемые подписчики моего канала. Сегодня у нас интересный выпуск. У нас в гостях ногайский общественный деятель Резван Кубакаев. И не только общественный, но и политический деятель. Салам алейкум, Резван. Алейкум ассалам, Руслан Агам. Всем салам, всем вашим подписчикам. Ставьте лайки, и репостите, комментируйте. Сегодня будет тема очень интересная. Ногайско-башкирские отношения, историю что затронем и так далее. Да, я поддержу здесь Резвана. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии, обсуждайте и, скажем, призывайте других подписываться на канал, потому что у нас в сегодняшнее время, когда нету свободы слова, нету альтернативного мнения, альтернативное мнение вообще можно узнать только здесь, скажем так, у людей, которые имеют оппозиционную точку зрения. Итак, ногайский народ. Народ с известной историей, с древней историей, богатой историей, воинственной историей, великой историей, так можно сказать. Мы, башкиры, очень, скажем так, тесно взаимодействовали, соприкасались с ногайским народом. Мало того, мы входили, часть наших башкирских племен входила в Ногайскую Орду. Сама Ногайская Орда когда-то, скажем так, кочевала на территории между Уралом и Волгой. Это была большая обширная территория, которая частично заходила на сегодняшний современный Северный Казахстан. Вот, и после даже того, как ногайцы откочевали с тех земель в сторону Кубани, у нас осталось даже так, у нас республика, ну вообще не республика, точнее, башкирские земли делились на даруги, такие, это ногайское название, даруги, обозначало территорию определенную. И вот у нас была такая именно ногайская даруга, куда входили, скажем так, сегодняшние южные, юго-восточные племена башкирские, в том числе и мое племя, мой род Юрматы. Мало того, у нас в нашем племени Юрматы есть род Ногай-Юрматы. То есть вообще очень много связано эпосов и легендов с ногайским народом. Кто не знает, у нас есть там село Нагаево, допустим, под Уфой. Это все вот с тех времен. Ногайская ставка была на месте сегодняшней Уфы когда-то. Там ногайская ставка была. Так что очень много тесно связанного. Резван, вот вопрос к тебе. Какая у вас вообще есть историческая память о башкирах? Что вообще вот у вас в истории осталось о нас? История народа. У ногайского народа Новой Эльде осталось очень хорошее впечатление в башкирско-ногайских отношениях. В то время, когда это 12 век, кажется, когда была Ногайская Орда, Ногайский улус, вот, в то время ногайско-башкирские отношения развивались очень сильно. И как ты упомянул, Руслан, то, что есть такие ставки и такие реки, берега, и холмы там и э, название, где присутствует топонимия Ногайская, как бы, да, Ногайские реки. У реки Белая есть такая Ногайская река. Есть село Нагаево, есть тоже так. У В Уфе где-то Уфимском районе, да. 12 километров, если не ошибаюсь, Да, да. есть село, также есть такое село. Вот. Это связь Ногайской. Так же, как ты подметил, что есть вот Ногайский Джерын, как бы, да, и есть Ногайские племена, такие же племена тоже есть и у башкир. Да, У я Ногай... перебью, замечу, я специально отметил, какие общие у нас рода есть башкирские с вами. Это такие, как Капсак, Кипчаки, то есть это самый известный, он практически у всех тюркских народов есть. Ханвы, Дуван, Миркит, Минг. Минг это вообще у нас одно из самых крупнейших племен башкирских. Теляу. Вот эти племена у нас у башкир есть, то есть они есть и у вас. Да, все племена, которые находятся у вас, и у нас находятся те же племена, это тамгы по тамгам. Вот, если мы разбираем тамгы, вот у башкирского народа также есть тамгы, вот племена тамгы. Вот.
Есть племена такие, как Мангыт. У нас даже есть села, есть, называется Мангытами, так села прям названы именно Мангытами. Прямо там такие есть села, как Аргат, например, Эргаклык, да, и Мангыт есть, это в минеральных водах находится в Ставропольском крае, также находится это село, и другие такие названия. Также в Башкортостане, как говорится, в Уфе и приближение южный и юго-восточный Уфа, Башкортостан нынешний также находится топонимы ногайской топонимики, ногайские племена проживают там сейчас на данный момент, как ты упомянул, Руслан, ногайский, вот ты именно касаешься именно ногайскому племени, уже ногайскому роду, как бы также, уже, как сказать, э, мы как бы очень близкие. Многие ученые не могут найти различия между нашими народами, различия. Они приводят как один народ. Мгм. Вот, кстати, по поводу мангытов. Кто-то говорит, что самоназвание нагайцев это мангыты. Вы как считаете? То есть все-таки нагайварма или мангыты? Или мангыты это что, как это? Просто раньше на многих нагайцев, допустим, в тюркских, в арабских источниках нагайцев называли именно мангытами. Ну, у нас как бы мы как себя называем ногаями, да, ногай, да, вот. Ногай там или вот у нас есть ногай, вот как бы мангыт это наша часть, как бы это мангытский юрт, да, вот, который входил также в Крыму, он был мангытский юрт, в Кубани был, вот, Северо-Кавказ, это и еще дальше уже Астрахань, Астраханская область, там проживают сегодня нагайцы также, юртовские нагайцы, вот, Ногалар, юрт Ногалар, вот, проживает на Астраханской области. Также есть нагайцы и в Оренбургской области, 12 сел, кажется. Вот. И уже, как говорится, и в Башкортостане, и в Уфе там находятся нагайские племена, как бы проживают сегодня. Мы как бы, это наша часть истории, это часть нашего как бы нагайского, как бы, да, вот, бызым, как бы, да, сказать, нашей единой целой, как бы, да, сказать, тоже. Вот во времена, скажем так, наибольшего могущества Ногайской Орды, а, когда это самоназвание же в основном как бы считается идет от, скажем, темника Нагая, Нагай, то есть известный там, да, как бы по истории такой, который его, скажем так, его власть, вассальную зависимость от него признавали даже там часть Византии, там Сербия, сегодняшняя Болгария, то есть, да, вот эти вот. И вот я читал, там, готовился, когда читал, что по данным известного вашего культурного, исторического и фольклориста известного Ашима Соколиева, то есть он пишет, что тогда, на тот момент, количество нагайцев было около 4 миллионов. То есть это очень большой народ. Но если как бы проследить дальше, то еще даже в 1774 году, уже по данным русских как бы источников, тогда еще было 1 200 000. 1 200 000 нагайцев. Это на тот момент, если сравнивать, наверное, такое количество могло, 1774 год, такое количество, наверное, имели, может быть, только татары и казахи, наверное. То есть это очень много. Вот. И мы знаем вот эту вот трагическую историю, когда в 1778 году Суворов 1 октября, если я не ошибаюсь, да, когда вот это был геноцид совершен по отношению к ногайскому народу, и было убито огромное количество женщин, детей, мирных жителей. И вот как у вас вообще в памяти вот это все осталось? И для нас Суворов это не какой-то там герой, да, для нас Суворов точно так же считается, как и для вашего народа, считается завоеватель, палач, потому что он участвовал в подавлении башкирских восстаний. Как вот вы характеризуете все это, Резван? Ну, для нас Суворов это 1 октября 1783 года, когда Суворов при Екатерине II, когда подписали манифест, Екатерина подписала, а Суворов в тот момент он был главнокомандующим Российской империи, и
этот манифест привел в исполнение, да, это карательные, так сказать, экспедиции против ногайского народа, вот, где проживали нагайцы на Кубани, на Северный Кавказ, вот, в тех регионах, вот, это Крым, в Крымской части равнины, вот. И тогда Суворов привел палач, Суворов привел исполнение этого действия, и тогда, да, как ты говоришь, Рустам, много нагайцев, женщин, детей там, и стариков. Вот это больше полумиллиона так было истреблено, так сказать, да. И был проведен тотальный геноцид нагайского народа. И это неоднократно проводился геноцид, можно сказать так. И тогда уходили в мухадерство, да, так сказать, уходили в Крым и дальше уже в в Османию уходили, да, в Турцию, нынешнюю Турецкую республику уходили нагайцы, вот, переселялись в то время, кто смог, а кто не смог, тот остался. Тогда на утренний намаз тогда Суворов привел в действие и не жалел ни женщин, ни детей, ни стариков. И это у нагайцев осталось. И это день скорби, день и когда нагайцы поминают со всего мира, также нагайцы на оккупированной сегодня Российской империи, да, и также в других, Турции и в Европе, где проживает часть нагайцев, и других, Ближний Восток, это Сирия, пускай будет, Иордания, и в других местах, где сейчас проживают компактно нагайцы, этот день у всех остается скорбным, и в этот день собираются весь народ нагайский и старается как бы помянуть погибших в тот день женщин, детей и дать дань честь нашим предкам, которые стояли за свободу и независимость нашей государственности, в то время нашей земли, когда вторглась Российская империя и вероломно отнеслась к нагайскому народу, истребила, тогда хотели переселить и нагайцев, в то время переселение хотели сделать, как депортировать, можно сказать, такими фразами сегодня, депортировать также. Но это не удалось, и нагайцы восстали, можно сказать, ну как они восстали, они были у себя, на своих территориях, и тогда Российская империя, конечно, получила отпор, как бы, да, вот, и последующее уже завоевание Северного Кавказа, там пошло Северного Кавказа и Крыма уже последующее. Первый оплот удара получил нагайский народ в то время, первый самый удар. Мгм. Вот. Да, Нагайцев я это неправильно день. дату назвал. Действительно, 1882-83 года вот все это как раз происходило. Но самые основные события 1 октября 83 года, конечно, были, да. А, И да, конечно, то есть это нагайцы самые первые, которые вот именно, скажем, приняли удар такой. И там вот на тот момент больше 700 тысяч нагайцев ушло в Османскую империю, пишут так. Вот, и на сегодняшний момент, если, скажем так, переходить к нашим сегодняшним временам, нагайцев осталось очень мало в России. По последней переписи, по-моему, их там что-то около 110 тысяч. Вот. И они тоже, как скажем так, разбросаны. То есть основное компактное проживание сегодня в Ногайском районе Дагестана. Вот. Потом есть Ногайский район, по-моему, в Кабардино-Балкарии. Или Карачай. Карачаево-Черкесия, да, Карачаево-Черкесия. Ну, какая-то часть живет там в Астраханской области, в Калмыкии и так далее. Вот какие у вас планы, цели, то есть у вашего народа, что вы планируете сделать, чтобы сохраниться как народ, и не только сохраниться, но и развиваться? Ну, планы такие, что сегодня мы хотим, чтобы нагайский народ хотя бы остался как бы и то, что нас, как ты упомянул, нас мало, да, вот то, что находимся сегодня в России, нас мало, очень 100, можно 150, если так, чуть больше, чуть меньше, да, вот, разбросаны именно по регионам, по областям, вот. Компактно проживаем, как ты упомянул, Руслан, это Дагестан, Чечня, Шликовской район, Ставропольский край, Нефтекумский район, Карачаево-Черкесия, это Ногайский район, это Икон-Халк, Идел-Халк, вот в тех регионах нагайцы компактно проживают. А так, как правильно упомянул, также из Калмыкии, Утары нагайцы, которые проживают 500 семей, если не ошибаюсь, Астраханской области, Оренбурге там 12 сел, кажется, в Крыму, это степная часть Крыма, там проживают тоже нагайские татары,
вот, проживает там части, и в основном на Северном Кавказе. И, конечно, есть и в предгорных районах, где это уже повыше, там уже вот, топономики остались, как бы топономии и так далее. Ну, нагайцы предпринимаем, мы сейчас предпринимаем такие меры, чтобы сохранить нашу культуру, наши традиции, наш язык, вот, как народ сохранится в гуще событий, то, что происходит сегодня в Украине, да, в частности, это отражается сильно в Украине сегодня война, когда Россия как бы вторглась в независимую страну, и сегодня, как бы сказать, народы, которые колонизованы уже веками, стали э, игрой в этой российской пропаганде, в этой империи, значит, стали игрой, да, как Россия пытается истребить, в дальнейшем истребляет наши народы, да, колонизованные народы, которые сегодня находятся в оккупированном состоянии, так сказать. И поэтому нагайцы сегодня должны сохраниться, вот этим принимаем меры, сохранить наш язык, нашу культуру, наши традиции, и наш этнос, и нашу нацию, как народ, что есть такое, потому что и у нас не развиваются ни учебные процессы в школе, не преподается ни язык. Новая тілді бермейділер, школада бермейді. Факультативный может, в неделю два раза, один раз, может, преподается и все. Также все медресе, которые были, медресе это учебные заведения, где проводили. Я вот помню, сам в детстве, в 4 классе уже закрыли нагайский язык. Мы до 4 класса учили нагайский язык в школе у нас. Потом все уже закрыли полностью. И до сегодняшнего нет у нас нету нагайского языка. В селе, где компактно проживает нагайцы тоже. Вот также нету нагайского языка. Не говорят вот именно Ставропольская, не проводится нагайский язык. И сегодня вот эти культурные собрания, которые проводят сегодня вот в нагайских районах и нагайские общины, можно сказать, это хороший процесс, то, что происходит сегодня, вот, это для сохранения нашего народа, как бы, вот, традиции, язык, там, вот, мы стараемся освещать это, как бы, да, вот, освещать эти проблемы нагайского народа, вот. В частности, я это занимаюсь вот уже, можно сказать, 4 год, это стабильно уже, как 4 год этим занимаюсь, чтобы освещать нагайский язык, что есть такой народ, вообще проживает в тех регионах, в тех краях проживает нагайский народ, и что он находится в таком плачевном состоянии, уже катастрофическом состоянии, на грани, можно сказать, исчезновения, можно сказать. Такие народы, как убыхи были на Северном Кавказе, они исчезли, его нету, это носителя этого народа нету, этого языка нету. Также народ нагайский потихоньку исчезает. Вот. Наш народ сегодня, наш язык находится в ЮНЕСКО уже 12-13 год, если не ошибаюсь, вот, как исчезающий народ, как исчезающий язык тоже. На грани исчезновения, плачевное состояние нагайский народ. Вот. Мгм. Резван, исходя из всего этого, я считаю, ну это мое мнение, у нас в принципе башкиры, хоть нас и побольше, миллион, мы 5-й по численности народ, нас миллион с лишним, там почти 1,5 миллиона, но ситуация, мы тоже уменьшаемся в численности, и в результате ассимиляции, в результате вот этого вот, скажем так, русификации, язык, вот я сегодня приводил данные на своем канале, что только 59% башкир на сегодняшний момент владеют башкирским языком. Это очень маленькая, я считаю, цифра. И такая ситуация, и то, если считать, что это в основном старшее поколение, то есть кому там за 40 и с лишним. Вот. И если такая ситуация будет продолжаться еще в течение 30 лет, то будет еще меньше, там, да, меньше 30, меньше 20%. То есть ситуация очень сложная. И как я считаю, что у нас вот сейчас Россия, напав на Украину и развязав полномасштабную войну, я считаю, что она совершила, ну все считают, да, как бы, что она совершила большую ошибку и фатальную ошибку, наверное, можно так сказать, которая приведет к тому, что здесь наступят в России такие времена, когда просто начнется процесс дезинтеграции, и, ну, можно назвать это просто большая смута, да. И в эти времена как раз и просыпается национальное самосознание, появляется окно возможностей у народов, как это было
в 17 году, когда Российская империя развалилась, и многие народы там отделились, пытались отделиться, там построили свои как бы национальные республики, в том числе башкирский народ, один из первых, кто основал свою республику во главе с Заки Валиди. И в 91-м было то же самое. В 91 году, когда тоже 15 республик получили независимость, в том числе и огромное количество, то есть и много наших тюркских братьев получили независимость. На тот момент была только одна тюркская страна, независимая Турция, и появилось сразу еще несколько. Вот, и я считаю, что этот момент приближается, и тут самое главное, нам как бы нужно будет не упустить эту возможность и попытаться как бы получить уже полную независимость от этой империи. Вот как ты считаешь? Да, Руслан, совершенно согласен с тобой. Нужно как бы постараться то, что происходит сейчас, коллапс в России, экономика потихоньку уходит, как говорится, вниз. И то, что происходило в то время, когда те республики Центральной Азии, да, и другие Балтийские республики получили свою независимость. Много республик получили независимость без крови. Мы также хотим без крови, как бы аккуратно и отойти, как бы, да, вот, и создать свои национальные республики и так далее, да, национальные свои э, свое национальное государство, да, вот. Также мы хотим, чтобы это, конечно, постараться без крови и так далее, разойтись как бы на мирных условиях, как бы и так далее. Вот. Каждый имеет, также имеет, и русский народ имеет на свою государственность, на свою республику, вот. И каждый народ имеет на это, на самоопределение по международным правилам. Вот. Я считаю, что э, мы, нагайцы, сегодня это проводим, то, что Украина, сегодня в Украине происходит, то, что окно возможностей, она и будет окно возможностей. Можно далеко не уходить, 90-е годы, например, да, когда, вот, и дальше, если чуть уходить, вот, тогда Татарстан также захотел также независимость, были прецеденты также у Татарстана, вот, Чечня, Чеченская республика, Ичкерия, вот. Думаю, когда это произойдет, коллапс, сегодня много народов, не только Северный Кавказ, это народы Поволжья, пускай будет, народы Башкортостан, Татарстан, Якутия, Бурятия, Тува, Саха и так далее. Все национальные движения, все национальные регионы, которые сегодня есть, все они стремятся к свободе, к независимости своих регионов, своих республик. Они понимают, что также сегодня находятся в плачевном состоянии, что их ресурсы, то, что находится в недрах земли под в их республиках, уходят в центральную власть, а народу ничего не остается. Также вот возьмем, если далее вот Саха или в других местах, до сих пор люди живут в домах, можно сказать, где есть золото, где добывается самое большее золото в России, да, люди живут в деревянных домах, и внутри ничего, как бы, обстановки ничего нет даже. Вот. В таком состоянии, плачевном состоянии. И люди понимают, что Россия грабит народы, Мгм. народы грабят, вот, колонизированные народы. И мы, конечно, стремимся к этому, к этой свободе, к этой независимости, конечно, со всеми народами, со всеми, вне зависимости от Северного Кавказа и со всеми народами, башкирт болсун, татар болсун, все біздің халық, біз, как говорится, близкие народы также, мы это чувствуем, и мы это знаем, и мы всегда об этом говорим, всегда об этом разговариваем, вот. Мы всегда готовы поддержать наши братские народы Башкортостана, Татарстан болсун, и Саха болсун, Якут болсун, Бурят болсун, всех поддерживаем в этом Мгм. направлении. А, Тогда вот такой вопрос, достаточно серьезный. У вас есть же определенный, скажем, я так понимаю, круг политических ваших там деятелей нагайских, которые ну, занимаются, скажем, разработкой там программы будущего нагайского народа. То есть, есть ли у вас проект будущего нагайского государства? Каким вы его видите? Там, демократическая, там, президентская форма управления, парламентская форма управления, или это будет исламское государство. Вот. И самое главное, это на какой территории вы собираетесь строить это государство, в каких пределах, где именно должно у вас находиться. То есть, как, по твоему мнению, по мнению большинства представителей нагайского народа?
Ну, Руслан, а это, можно сказать, проекты у нас потихоньку уже, мы проект, как говорится, уже пишем этот проект, то, что ногайский народ хочет самоопределения, вот. Есть желание, есть стремление, потому что уже прецеденты были, в 90-х годах были прецеденты у ногайского народа, и до сегодняшних, может, сказать, дней, вот до 90-х годах, когда уже Чечня и так далее, тогда создавались национальные движения, такое движение, как Берлик был тоже у нас, такие газеты выпускались, как Ногайстан также, вот, освещались те иные как бы, проблемы ногайского народа, то, что ногайцы, вот. Были сходы, были собрания старейшин и так далее, всех движений вот ногайских, которые находятся, и требовали уже свое, как бы, да, уже свое самоопределение, чтобы создать свою независимую государство, национальную республику со всеми, как наряду с всеми народами, которые находятся рядом, независимости. Будут это другие народы, которые входить будут в Ногайскую республику, Ногайстан, да. Но прецеденты уже были, такие, как я говорил, газеты уже выпускались, и названия по Ногайстан прям выпускались газеты, и движения требовали создать независимость даже в составе РСФСР, в Советском А Союзе. где? В каких, на какой территории? Ну, тогда были съезды, это, я так думаю, это Ногайская степь, это Ставропольский край, вот в этой части, вот в этом регионе, это вот в этом, вот там компактно проживали ногайцы, вот, ногайцы до сих пор проживают, вот. Тогда вот уже были инциденты, ногайцы собирались, вот, и требовали свое, как бы, да, свои, как бы, то, что по международным правилам дается, то и требуется, да, как бы. Вот, они требовали, и были такие уже прецеденты, я говорю, вот, и такие движения, как Берлик, такие вот писались, очень освещалось об этом тоже. Ну, конечно, в последующем уже это движение задавили, как бы, убрать, вот, это движение, и поэтому сегодня мы стараемся это движение, как бы, продолжить национальное движение и, как бы сохраниться в этом тяжелом мире, да, так сказать, тяжелом мире, в этом мире, В который тяжелое время. тяжелое время, который бурлит сегодня, да, так скоротечно, как бы сказать, и все понимают, да. Многие нагайцы пишут, в частности, мне постоянно пишут, спрашивают, какие у нас процессы, какие у нас продвижение. Вот, мы, как говорится, и в форуме свободных народ пост России выступали и так далее. Вот, и других стараемся где-то освещать про нагайскую тематику, что нагайцы вот в таком состоянии, плачевном состоянии, что Россия грабит нас, можно сказать, вот, что нагайцы, можно сказать, на грани исчезновения, где нагайцы компактно проживают, там сегодня проблемы нагайские, нагайцев есть проблемы, как я об этом говорил, то, что некоторых сел даже воды нету, аулов, да, воды нету, газа нету. Вот представь сегодня, живя на этих территориях, где, можно сказать, 18 башен нефтекач, который качает нефть, даже газа нету до сегодняшнего. Да, это, скажем так, повсеместно в России это явление такое, что большинство, скажем, все, что находится там за МКАДом, практически, ну, так и живет, действительно, где нету газа, страна, которая торгует миллиардами кубов газа, нефтью, дома не газифицированы, нету водопровода, нету канализации и так далее. Это да. И, ну вот, скажем, я постоянно как бы люблю, есть у меня такое, скажем так, люблю гипотетически представлять будущее, да, то есть, и если говорить о калмыках, которые, скажем, там, знакомы и ногайскому народу, знакомы башкирскому народу, мы очень часто раньше воевали, и вы воевали, и мы воевали с ними, вот, из истории калмыцкого народа есть такой момент, когда часть калмыков пыталась вернуться на свою историческую родину. И это был, ну, я считаю, что как бы это был тогда момент, наверное, самый неудачный, неуспешный для калмыцкого народа, который большая часть калмыков, когда пыталась вернуться, она, во-первых, там потеряла очень много народу, их преследовала российская власть, и когда они приехали тогда на свои земли,
Манчжурия, да, тогда была, и они уже попали под власть китайцев. И сегодня это внутренняя Монголия, где они, там, скажем так, практически уже растворились, ну, как бы, может, и не растворились, но, по крайней мере, народ был разделен. И сегодня калмыков осталось очень мало тоже. То есть, хотя если бы они не ушли, возможно, сегодня их было бы, ну, там, в 3 раза точно больше. Вот, и здесь, скажем, у меня там возникает такой вопрос. Вот, учитывая, что нагайцы проживают очень так дисперсно, да, разбросано, как я сказал, там, тут, сложно будет, скажем так, собрать их на одной территории, чтобы, скажем, создать свою республику. Тем более, учитывая, что сегодня Ставропольский край населен практически большинством русского населения там. И, ну, как это вообще осуществить так, чтобы там они подвинулись и выделили какую-то там землю, там, да, освободили землю, там, сказали бы, вот эта земля там нагайцам, мы там готовы, скажем так. Но это все как бы условно, я просто говорю, что все, может быть все. Может быть так, что там русские начнут исход и начнут уходить с этих земель. Все может быть. Я просто к тому, что не возникали ли такие мысли у нагайского народа, скажем так, переселиться, допустим, в сегодняшнюю там Оренбургскую область, потому что, ну, я считаю, что судьба Оренбургской области, она такая подвешенная, потому что это территория, которая была искусственно созданная между башкирами и казахами, чтобы не было границ, чтобы мы не объединялись, чтобы мы не соприкасались друг с другом, и заселена там русскими, да, колонистами, скажем так. Ей чуть больше 100 лет, там, в 23-м году, по-моему, она была, или в 27-м году даже она была создана, там, даже меньше 100 лет еще. И если, скажем, нагайцы массово переселятся, не обязательно в Оренбургскую область, в какую-то определенную территорию массово соберутся вот там и начнут требовать себе какую-то республику, я бы вот, если честно, зная, что как бы тюркские народы проживают вот в основном по Поволжье и дальше там в Центральной Азии идет Казахстан, Узбекистан, то я бы как бы с удовольствием, конечно, бы желал бы видеть Нагайстан, республику, ну, допустим, условно между башкирами и казахами на территории Оренбургской области. То есть это когда-то тоже, я же говорю, вы там кочевали, то есть это вам не чужая земля. Вот. А как ты смотришь на это, вот, на такие гипотетические, скажем так, да, варианты? Да, то, что ты говоришь, Руслан, да, вот, ну, вот поэтому я не делаю быстрых выводов, где именно будет, да, вот как бы этот народ уже как бы уже сам определяться будет, так же как бы и советуюсь уже с нашими аксакалами, старейшинами и так далее, Э, как ты говоришь, Руслан, Оренбургская область, вот, нагайцы, да, разбросаны. Вот. А, Проблема в том, что мы разбросаны по всей, можно сказать, части Северного Кавказа и уже туда, уже за Крым, там уже за Астрахань и я говорю, еще какая-то там почти миллион там нагайцев проживает сегодня в Турции. Миллион нагайцев. Проживает где-то в Европе, проживает где-то в разных местах, где-то в разных странах по 300, по 200 тысяч нагайского народа. Вот. Вот. Сегодня мы разбросаны, и поэтому, да, конечно, нам это не чуждо, Оренбургская область. Вот, это, как говорится, там есть нагайские аулы, нагайские селы, как я упоминал. Вот. Как вариант, этот вариант, я думаю, наши, как бы сказать, а, старейшины, так, аксакалы, да, вот это рассматривают все будет, как говорится, комитеты и люди, которые понимают, и как в той или иной ситуации нам сделать, как бы сказать, чтобы и народ понял это, да, как бы, что если получится. Просто в тот момент, когда в 90-х годах, когда, вот я упомяну сейчас как раз в 90-х годах, когда в Чечне вот была вот война, да, вот когда, и нагайцы компактно проживали там в Шелковском районе, вот, нагайцы проживают до сих пор. Вот, тогда, когда война была, нагайцы переселялись, да, ну, бои шли, мирные переселялись, уходили, где нагайцы компактно проживали, это уходили там в Ставропольский край, Тикумский район, Дагестан, вот, Ногайский район уходили, и вот Карачаево, Черкесск, ну, где компактнее, где вот искали, вот, где свои, вот, свой ногайский народ, вот туда уходили, и там до сегодняшнего дня проживает. Сейчас небольшая часть осталась в Шелковском районе. Тот момент такой, можно сказать, ну, конечно, трагически, но такое вот аккуратно, вот так переселение произошло, вот такое вот, как сказать. И сегодня находится возле своих как бы, сородичей, да, возле своего народа.
Просто Вот. вот, Резван, логически рассуждать, что тюркские народы, малые, скажем, которые меньше по численности, больше у них возможность сохранить свой язык, свою культуру, свои традиции возле таких же тюркских братьев. И если рассматривать, скажем, вот Волжский, да, регион, то начиная от Чувашия сегодня, это тоже тюрки, Татарстан, потом идет Башкортостан, Оренбургская область. Если вот Оренбургскую область представим, что был бы, да, Ногайстан, допустим, это вот уже такой вот пояс целый был бы, вот начиная от Чувашии, потом Татарстан, Башкортостан, Ногайстан, Казахстан, и пошло. Если Занзигурский коридор Азербайджан продавит с Турцией, то это будет просто уже единое такое тюркское пространство. Просто еще раз говорю, то есть я не хочу огорчить ничем ногайский народ, не претендую там на ваши там цели, задачи, как вы видите, просто это мое с моей стороны предложение. Просто есть опасения, что ногайцы просто так вот расселенные в разных таких местах, где-то по 10 тысяч, где-то по 500 человек, где-то там чуть 50 тысяч. То есть маленькие шансы сохраниться везде постепенно, тем более в век глобализации сейчас очень сильная ассимиляция идет. И спасет только вот объединенные, если вот будет проживать 150 тысяч ногайцев в одном месте, создавая, у которых будет своя собственная государственность, где будет государственный язык ногайский, школы ногайские. Я думаю, что, учитывая, что ногайцы растут в численности, я думаю, что как бы все. Плюс вопрос именно вот по ногайцам, про которых так часто говорят, что очень много живет в Турции. Как ты, Резван, считаешь, готовы ли они переехать вообще? Не забыли ли они, что они являются ногайцами? Разговаривают ли они на ногайском языке? И вот еще раз говорю, готовы ли они переехать с Турции, вот, вернуться на свою родину историческую? Оренбург, да, Оренбург тоже как бы часть Ногайской, вот, кусок Ногайского, да, можно сказать, вот, кусок сердца как бы осталось в Оренбурге, да, вот, часть сердца нашего, вот. И то, что ты говоришь, Руслан, да, вот мы рассматривали как бы вот именно наше национальное движение, которое сегодня находится за рубежом, да, наши комитеты рассматривают те или иные варианты, вот, Оренбург и так далее, вот. Также вот у нас это хорошая как бы идея, мы рассмотрим ее, конечно, и постараемся в этом направлении как бы провести работу также в этом направлении и осветить это более ясно и подробно, чтобы люди понимали, что, как ты говоришь, да, нагайцы могут сохраниться именно в компактно проживаемом, где находится вот башқұрт халық болсын ма, ноғай халық болсын ма, қазақ халық болсын ма, татар халық болсын ма, тілдеріміз бір. Вот я чуть по-нагайски тоже так скажу, как бы, и нам как бы более-менее сохраниться и развивать свое как бы национальное вот именно в среде э, наших тюркских народов, вот, близких народов, которые находятся, это будет мгновенно. А находясь с другими народами, например, мы, как говорится, ассимилируемся. Вот, потому что там у них свои интересы, свои национальные проекты и так далее. Мы уходим на 18, как ты сказал, упомянул, Руслан, мы проживаем там 10 тысяч, там 5 тысяч, там 500, там 100, и вот так мы исчезаем. И на нас не обращают внимания также. Почему? Потому что мы находимся в России. Ну что там вот, там нагайцы, там 100 человек, что они требуют там. Они не обращают на нас внимания особо. Вот. Ну, конечно, когда мы, если начнем уже компактно переселяться в одно место, как бы, да, вот, точку поставимся, вот в это место мы переселяемся, вот в этом месте мы будем проживать, и здесь мы строить будем свою государственность, да, вот, и требовать свои права на нашу, как бы, на наш народ, как бы, это будет, конечно, в идеале, конечно, вот видим так бы, как бы, да, хотелось бы, Я конечно. уверен, что и башкорттар, и казактар, и татарлар, олар все поддержат, конечно же, потому что, ну, если вы очень... у нас бертелинде, evet, бердин, бермедениет, поэтому я считаю, что как бы мы очень близки, и если мы будем только обогащать друг друга, помогать друг другу, естественно, вместе
скажем, отражать какие-то там невзгоды, беды, там, да, несчастья и развиваться вместе. Вот, Руслан, на вопрос, то, что турецкие нагайцы там в Европе, да, у них остался сегодня, сегодня нагайцы, которые проживают в Турции и в Европе, да, они как бы диаспорами сохранились сегодня, сохранились диаспорами, развивают свою культуру, стараются, конечно, процесс был большой, в то время нельзя было говорить в Турции, что ты там, там нагаец, там или кто-то, как бы такие моменты, вот все турцы, да, турки, как бы, да, вот в таком формате был, да, вот тогда. А сегодня нагайцы могут себе позволить, вот населенный пункт Нагайска, в Анкаре находится много населенных пунктов нагайцев, где проживают аулы, где нагайцы вот переселялись именно с того периода, с османских, вот, когда Екатерина проводила геноцид над нашим народом, вот, Суворов, Палач, вот. И они сегодня сохраняются и держат контакты, конечно, со всеми. Со мной также именно желание есть, потому что именно прогрессивная молодежь, та, которая уже обучилась, которая знает, у них есть знания, они отучились в высших университетах в Европе, в Турции, и занимали должности такие, как мэр, например, мэр какого-то города, пускай будет Бурсы, у нас Ногайск был, Бурсы мэр. В других в Турецкой Республике, мэры, депутаты и так далее, в таких листах, должностях, и, можно сказать, уровень, даже если взять нагайцы, которые в Турции есть чемпионы, неоднократные чемпионы мира по кикбоксингу, вот, которые представляют Турцию сегодня, именно нагайцы, вот, и другие чемпионы такие есть. И, конечно, это прогрессивная молодежь, которая придет со знанием, с тем, то, что у них накопилось, и, как говорится, создать свою государственность. Они желают, конечно, этого. Вот, мы всегда, как говорится, рады этому. И сегодня түрік халықтар бар болсын ма, қазақ болсын ма, татар болсын, башқұрт болсын ма, саха болсын ма, туа болсын ма, мұрат болсын ма, яқып болсын ма, құмық болсын ма, и черкес болсын ма, қарашай болсын ма, балкар болсын ма, вот, мы и так далее. Біз бір, как бы, бір зат, едіге айтқанда, едіге батыр бар, жері бар. Елде, тілде, дінде бірлік дейді. Вот. Э, Вот. Едіге эпос, едіге ол ведь бір эпос башқұрттарды да, татарларды да, қазақтарды да, нагайларды, хотя это нагайский, конечно же, был, скажем, деятель. Шулай, дұрыс. Резван, по поводу языка. Как ты считаешь, вообще вот идею создания своего собственного государства, независимости, чтобы были какие-то политические деятели, свой комитет был, насколько поддерживает сегодня нагайское население, которое находится в России? Насколько она вас поддерживает, общаетесь, насколько? Сегодня нагайский народ эту идею поддерживает в плане того, чтобы сохранить язык, как бы сохранить как народ, как этнос, да, вот именно в этой ситуации. Вот. Неоднократно я вот лично получаю много писем, писем обратной связи, то, что нагайцы не хотят идти воевать в Украину, да. Не хотят в эту войну ввязываться. Да. Они понимают, что мы сегодня малочисленный народ. И так прогрессивная молодежь, то, что есть, нагайцев сегодня. И так нас мало, и сегодня получается, сегодня насильно забирают, можно сказать, такая скрытая мобилизация идет, насильно забирают, мне много пишут, насильно забирают на войну в Украину, насильно просто забирают и все. Вот пришел ему срок, вот 18 и выше, все, не было военной обязанности, все, и забирают из дома прям вот. Многие пишут там, и сегодня то, что происходит сегодня, и вот это стремление, как ты говоришь, есть стремление многоязычного народа, есть желание создать свою республику. Как говорится, ногайский народ сейчас в ожидании именно этих процессов. Вот. Конечно, они с нами, со мной лично консультируются, как и что и так далее. И я как всегда говорю, надо ждать, когда придет этот момент, этот момент нельзя упустить. Вот. Этот момент нельзя упустить. Этот процесс, они будут идти.
Да, да, все правильно. Я думаю, что такие процессы наступят очень быстро. А, Они уже идут, Руслан, они уже идут, а эти процессы уже Да, идут. Ты я думаю, что осознаешь? очень недолго осталось ждать до этого момента. Просто вот эта большая смута, она может продолжаться в течение там нескольких десятков лет. В течение нескольких десятков лет, когда вот страну будет так колбасить, вот это недогосударство, вот эту империю, и постепенно как бы будет она рассыпаться. Это процесс объективный, этот процесс не остановить. Он начался 100 лет назад, когда Российская империя начала разваливаться, и от нее отсоединились сегодняшняя независимая Финляндия, Польша. В 1991 году продолжился процесс, когда еще 15 республик. И я думаю, что этот процесс будет продолжаться и дальше. Да, эти Что процессы будут продолжаться, они, как говорится, уже, как говорится, Российская империя уже, как бы сказать, виток вращается уже, колесо витка, уже обратный процесс начался, и он неизбежен. Этот процесс деимпериализации, деколонизации и так далее, то, что происходит сегодня, то, что сегодня происходит в России, те процессы, то, что мы видим, это уже сказывается, то, что в России начинается потихоньку коллапс. Сегодня мы видим, что доллар поднялся. Как мы видим? Доллар поднялся, рубль упал. Вот. Это по экономике. Сегодня мы видим, как санкции налаживаются. Сегодня вот 22-го перед уходом Бейдена он подпишет последний пакет? пакет, вот, который будет именно по нефти и газу. Вот. Будет удар, такой сказать, да, и люди понимают, что в этой России, в этой империи, которая находится сегодня народы, колонии, будет выжить тяжело. И люди начнут задумываться, потому что когда начнет человек идти на рынок или же в супермаркет и видеть, что там ничего нету, там пусто, и человек начнет думать, а что мне покушать, а почему я так пришел в этой ситуации, оказался в этом положении. Ага, и начнут задумываться о политическом мнении, видении. Ага, нужно делать какие-то шаги, чтобы исправить эту ситуацию. Вот. Все правильно, Резван, с тобой полностью согласен. Но у нас мы проговорили практически час. Заканчивая, хочу спросить по ногайскому языку. Вот есть, скажем так, некоторые моменты такие, когда объявляли ногайский язык частью татарского языка, да, пытались как бы. Считаете ли вы, что у вас общий татарский язык или что ногайский язык это отдельный язык? Я думаю, каждый народ, он как бы он индивидуален тем, что каждый народ, он, как можно сказать, вот букет роз, вот, и в этом букете, как народности, вот, они разные цвета, вот, и так и должны мы сохраниться, ну, быть как в единстве, вот, как в единстве в одном вот в кулаке, в единстве, вот, и каждый народ, как бы, мы, как ногайский народ, должны сохраниться, вот, и наш язык должен сохраниться, это индивидуальный, это, можно сказать, код, ключ нашей истории, нашей этноса, как Просто код. вот раньше очень часто в переписях вас записывали татарами многих. Вот. М. И насколько сегодня, скажем, есть тенденция возвращения в ногайские корни, называть себя снова ногайцами. Или есть еще есть ли еще, скажем, записанные татарами ногайцы на сегодняшний момент? И готовы ли они вернуться обратно в ногайскую идентичность? Да, вот это то, что ты затронул эту тему, Руслана. Да, эти процессы происходят сегодня, в частности, это в Астраханской области идет процесс, то, что нагайцы, те, которые были переписаны, да, они возвращаются к своему этносу, своему. Юртовые нагайцы, так называемые. Дюртновалар, да, так и надо, Дюртновалар. Это те нагайцы, которые именно с нагайского юрта остались, нагайской орды, нагайцы, которые компактно проживают в том месте, где нагайцы, вот часть осталась от нагайцев, которые со времен, можно сказать, Золотая Орда, это потом Ногайская Орда, вот именно нагайцы, которые Дюртновалар, вот Утарновалар и Каргашновалар, вот они, которые вот сегодня говорят о своей идентичности, говорят, что вы Новодар, вот, и вот наша именно процесс происходил в то время при Советском Союзе, при СССР и так далее, что переписывали их
как бы как на народ, нагайский народ переписывали в другой народ, и вот такой процесс происходил. Вот. Сегодня, если взять мы с точки зрения с исламской, посмотреть, то, что в мечетях, да, в мечетях в то время, в мечетях сохранились бракосочетания и так далее, где пишется вот прям на нагайской вязью, арабской вязью, на нагайском языке пишется, что вот такой-такой, вот, например, по фамилии такой-такой, Новай, да, вот женился и так далее, вот такой, в таком году, такой, прямо сохранились эти данные и много данных, которые сохранились. И на этой основе народ возвращается как бы к своей идентичности, к своим корням, как бы, вот. Это сам народ так видит, и сам народ так желает, и сам ищет как бы свой путь к этому. Вот. Я так думаю, что каждый имеет как бы на самоопределение, на свое как бы национальное и так далее. Вот. Мгм. Рахмет, Резван, я думаю, что очень хороший такой продуктивный разговор у нас получился. Ава Берге не последний. В будущем обязательно еще будем встречаться, разговаривать, обсуждать наши совместные какие-то планы, идеи, цели и задачи. На этом Рахмет, Резван, всему нагайскому народу большое зур-салам от братьев Башкир. Процветания Рахмат, вам. Рахмат, Руслан Арам, что пригласили на этот конструктивный такой разговор, на такой стрим. Всему башкор халка, татар халка, казак халка болсун. Всем подписчикам, вне зависимости от национальности, говорю большой салам. И ждите нас, как говорится, в других стримах, и в других проектах. Мы с Русланом Агаем будем, конечно, развивать наши близкие отношения, близкие отношения нагайского народа, как это было в былых временах, мы также будем развивать это уже в нынешних временах, в которых мы проживаем сегодня, и будем поддерживать друг друга, башкор болсун, татар болсун, всех поддерживать будем в этом направлении. Бек сау бол, Руслан Агам, бек сау бол, Исан Сау, Исан Хау, как у нас говорят. сау бол, сау бол, рахмат етем бар сізге де.